художник трагизма жизни, ювелир остинского литературного слова. Создавая сложные, как сам мир, пути своих героев, он не питал призрачных иллюзий по поводу реальной действительности своего народа. Все это о личности и творчестве писателя-публициста Арсена Коцоева. Сегодня мы находимся на улице, названной в его честь. Противоречивость – главное качество писателя. Сегодня он наносит удары окружающему невежеству и религиозным предрассудкам, завтра выступает против нового быта, клевеща на комсомольскую молодежь. Казалось бы, но именно алогизм позволяет читателю выявить свою истину. Арсен Коцоев родился 15 января в 1872 году в селении Гизель. Будучи подростком с неуемной жаждой знаний, пешком шел из Ардона во Владикавказ, чтобы увидеть и пообщаться с Костахи Тагуровым. Вторая их встреча состоится несколько позже, на съезде учителей, когда Арсен Борисович станет преподавателем. Педагогическая деятельность писателя продолжается недолго. Его сослали в Южную Осетию за пропаганду атеизма среди учеников. Но писать Арсен Коцоев не переставал. Он печатался в газетах, а переехав в Тифлис, издал свой еженедельник «Колос». Журнал сыграл огромную роль в развитии остинской литературы и публицистики. Наконец, остинские писатели получили свободную площадку для самовыражения. Арсен Коцоев поработал в Тифлисе, в Петербурге, в Схинвале, но в зрелости писателя все равно потянуло на родину. И лишь тогда его труды оценили. Коцоев за выдающиеся заслуги в общественно-просветительной работе был награжден орденом «Знак почета». Умер 72-летний писатель во Владикавказе, в бедности и одиночестве. Похоронен во Владикавказе, во дворе музея Коста Ливановича Хитогурова. В начале 2000-х перед Национальной научной библиотекой Северной Осетии на улице Коцоева в Владикавказе установлен памятник писателю. В честь него названа улица. Им гордятся его последователи и однофамильцы. Так давайте же запомним его историю и мы.